Нарушения, отсутствие ценников на некоторые товары и просроченные сладости. Такими были главные замечания контролирующих органов к данной торговой точке. Обслуживающий персонал почему-то ушел в подсобку, но не все. Салима отдувалась за всех и еле успевала отвечать на все вопросы проверяющих. Да, вот красный, да, вот первый, да, стоит. Там срок годности мы посмотрим сейчас. Постарше там не было. Так, посмотрите, пожалуйста, срок годности здесь. Дата изготовления указана на упаковке. Где вы видите где-нибудь? Я не вижу. Ценников почему нету? Обсудив все недочеты, установив сроки по их устранению, комиссия, возглавляемая Марией Мамериевой, двинулась дальше. Следующий магазин приятно удивил всех. Цены умеренные на весь ассортимент товаров. Имеются ценники, срок годности соответствует, качество товара тоже. Ну, здесь у них вроде бы все цены нормальные, все свежее, я не вижу здесь нарушений. Пока нормально все. Единственное, чуть-чуть у вас цены добавились, да? У нас, вы знаете как, и чуть-чуть, и большинство на этом неделе, я сама ставлю ценники, вот, например, большинство у нас цены уже понизили. И на сахар понизился, и на молочку понизился, и на масло, во сколько я знаю. Разобравшись с ценами на товары повседневного пользования, группа, организованная региональным отделением партии «Единая Россия», решила заглянуть и в аптеки. Каша-малютка. Мало того, что цена завышена, она еще и просрочена. Срок хранения истек ровно год назад. Благо, по словам фармацевта, это единственная пачка, которая оказалась среди других, то есть пригодных для потребления. Цены, конечно, повышенные по сравнению с тем, которые были у нас в прошлом году. Это очень плохо. Я думаю, что я говорю искренне, потому что это видно все. И нарушение есть, просрочка детского питания, малыш. Это уже другая аптека. На одни и те же препараты одного производителя цены разные. Например, в одной аптеке широко используемый препарат антипал стоит 19 рублей 50 копеек. Так нам сказал фармацевт. Хотя позже стало ясно, эта цена действует только для проверяющих. А в другой эти же лекарственные препараты за 40 рублей. С чем это связано? И какова реальная цена? У фармацевта в один ответ. Все зависит от качества. Ну там разница и в производителе тоже. Допустим, заводы разные. Народный контроль решил добиться поставленной цели, чего бы это ни стоило. Будем заглядывать в торговые точки, расположенные на территории республики, как официально, так и неофициально. Ну а нарушителям, выявленным за сегодняшний день, были даны сроки привести все в полный порядок. Цены, качество, а за просроченный товар наказание будет ужесточено. Фатима Катива, Раиса Хидриева, Ахмед Исмурзиев, Вести Ингушетии.